Маленький цветочек для меня это не просто цветок. Мне кажется, что этот цветочек, он необычный, он может исполнять желания. К празднику Аксаковской елки новогодней мы решили сделать аленькие цветочки из оригами. Мама у нас делает стебелевки. В начальной школе меня спрашивали, что у меня с рукой. Потом в 5 классе меня тоже спрашивали. Сейчас, когда я перешла уже в другую школу, меня тоже сейчас спрашивают. Ну, меня спрашивали, а так относятся как к обычному человеку. В школе мне поблажки очень сильно не делают, но на физкультуре я не подтягиваюсь, мне разрешают не делать планку или не отжиматься, и всякие упражнения, где нужно обе руки. Иногда она даже не разрешает, чтобы ей помогали. Но когда действительно бывает трудность, она и согласится, что помогли, а чаще старается сама, конечно. Когда Алина родилась, у нас было много вопросов, почему, как так произошло, в чем причина. Естественно, куда мы лезем? Лезем в интернет, на форумы различные. Есть форум «Инвамама». Я там очень часто находился, изучал этот вопрос и выяснил, что проблема-то, в принципе, она у всех бывает. Независимо от социального положения, образа жизни, может быть, высшее образование, здоровый образ жизни, и вот такие проблемы могут возникнуть у детей. Единственное, что я все время переживала, когда у нас Алиночка росла, как она поползет, как она будет справляться с ручкой. Когда я увидела, что она ползет, для меня уже это вот с первых минут, когда у нее что-то получалось, у меня внутри прям такое счастье было по сей день. Она уже, когда у нас пошла по времени, открывает дверь левой ручкой. И для меня это тоже счастье. Думаю, так, значит, у нее что-то получится и дальше. Это косметические протезы, их у меня 4 штуки. Особенность этих протезов в том, что они похожи на человеческую руку, но их нужно делать каждый год, ну или каждые 2 года, как растет рука. Самый маленький протез у меня вот первый, второй и вот так вот. На данный момент у меня получается 4 косметических протеза и 2 тяговых. Меня пригласили на Аксаковский бал, и это название, оно причастно к Аксакову. Мне кажется, из-за того, что Аксаков, он тоже устраивал благотворительные балы. Вот. Он помогал людям, наверное, и тоже инвалидам. Он же и написал легендарную сказку «Аленький цветочек». Мне очень нравится эта сказка тем, что она какая-то добрая, от нее веет очень большим добром.
пригласили на Аксаковскую елку. Это мероприятие сделано специально для детей с ограниченными возможностями, для детей, у которых семья с трудными ситуациями. Мне кажется, что Аксаковская елка, она нужна таким особенным детям, чтобы обогатить их развитие, развеселить их. В чудеса нужно верить, потому что Дед Мороз ведь тоже чудо. Он же приносит подарки, значит, чудеса бывают, и в них нужно верить. Мечта ведь тоже может сбыться, это ведь тоже чудо. Мы попали впервые на Аксаковскую елку с Зариной. Вот ей 17 лет, и вот мы в первый раз попали. И такое впечатление, такая красота. В театре мы первый раз, да, Зариночка? Очень великолепно, мне очень все нравится. Я принцесса такая же и красивая. Дед Мороз – это чудо, которое приносит домой Новый год и дарит детям подарки. Тебе держи за колечко, говори волшебные слова. Иди туда. Вот это вот очень важно. Наверное, сейчас вот детей, которые приезжают, их научить тому, что чудеса есть. Что чудеса есть, и заставить их поверить в это. Вот самое главное, веру в детях не убивать в чудеса, а как раз-таки ее только культивировать и воспитывать. Я счастлива быть причастной к этой классной традиции. Она началась в 2019 году, когда первую Аксаковскую елку провели, причем ее инициатором стали Карина Владимировна с Леонидом Михайловичем Рошалем. Важность и ценность этого, мне кажется, она такая вот прям вот многосторонняя. Ну, во-первых, выигрывают и получают огромный такой заряд каких-то новых эмоций наши дети, да. Очень сильно выигрывают благотворители. Это чисто благотворительное мероприятие, здесь нет ни копейки бюджетных средств. И вот те компании, которые к этому причастны, на мой взгляд, тоже очень здорово выигрывают, потому что они, ну, как бы зачисляются в разряд таких вот, с которыми стоит иметь дело. То есть которым можно доверять. Я считаю, что для них это, в общем-то, большая честь. Кто счастливее? Тот, кто подарил, или тот, кому подарили? Вот я в сомнениях. Иногда, мне кажется, тот, кто подарил, может быть даже счастливее, чем тот, кто получил подарок. С Новым годом поздравляйте. Идем, проходи. Мушкетер идет. Божечки. Максим Васильевич, вручайте мушкетеру подарок. Давай, одевай тогда рюкзак. Давай, давай. На память. Благотворительность – это когда люди, они помогают другим, вот, когда это очень нужно. Потому что вот видишь человека, у него какая-то трудная ситуация, и вот сердце прям стучит, что нужно помочь ему. Это в смысле подарок? Да. Спасибо. Смотри, какая у тебя штучка есть. Сейчас будем смотреть. Это особенные дети, которые
нуждаются во внимании. И для них, наверное, даже важно не сколько подарки, которые идут, а сколько просто выйти и пообщаться. Мы сейчас вот, поднимался по лестнице, там ребенок пытался подняться с такими этими палочками. Я отдал телефон, думаю, пойду помогу, подниму и донесу до 2-го этажа. А мама говорит, нет, не надо. Он, говорит, сегодня должен отработать свою физзарядку, потому что сегодня на мероприятии у него должна быть физическая нагрузка. Поэтому он должен подняться сам, не мешайте. То есть вот в этом они уже сразу вот с такого маленького возраста, ну, наверное, ребенку года 4, их уже делают взрослыми людьми, когда они должны все время что-то преодолевать и достигать. И, естественно, невозможно остаться в стороне от всего этого, и хочется помогать. Подходи, мой хороший. Поздравляйте. Счастья. Как только узнали, что такое мероприятие будет организовано, то даже сомнений не было в том, что мы поможем в его проведении. Меценат и на 1 рубль, и на 1 000 000 рублей – это в любом случае по зову сердца делается. А по большому счету на таком мероприятии, особенно на первом, когда я поприсутствовал, я понял, что те проблемы, которые мы называем проблемами, они таковыми не являются. Проблемы вот тех детишек и у родителей прежде всего, которые здесь присутствуют. И при этом я считаю, что каждый из этих родителей совершает подвиг. Потому что вырастить ребенка, у которого есть определенные отклонения от обычного развития, это очень тяжело. Они не останавливаются, они работают в этом направлении. И сделать для таких детей праздник, ввести их в социум, я считаю, что это просто здорово. Желание быть благотворителем, наверное, у каждого человека возникает в разном возрасте. Кто-то к этому приходит еще с раннего детства и пытается что-то сделать хорошее, а кто-то приходит к этому, например, даже в преклонном возрасте. Когда дети растут, им нужно дать достаточно любви, их нужно наполнить этой любовью, тогда они будут хотеть, когда вырастут, делиться этой любовью, этим добром со всеми окружающими. Потому что если ребенок же что делает? Он копирует поведение нашего отношения к нему. Не надо ребенку рассказывать об этом, надо это показывать и делать это на своем примере, или же вот приводить детей на такие события, где как раз-таки совершаются дела, которые делают благотворители, где кто-то получает блага от других и какой-то дает результат. Они должны сейчас это прочувствовать. Вот они должны, если когда-то ребенок окунулся в ощущение того, что он что-то подарил или что-то сделал, и от этого ему стало классно внутри, круто, там, не знаю, потрясающе, весело, тепло, душевно, он запомнит вот это ощущение. Мне вот интересно работать, потому что я вижу разных детей, какие они разные бывают. Это очень классное мероприятие. В основном наши волонтеры здесь это педиатры, поэтому, естественно, они согласились с радостью прийти на детский праздник. Когда мы о нем узнали, были очень рады, что нас позвали. Здесь у нас много функций, но в основном это сопровождение детей. То есть мы встречаем их у входа, провожаем в залы, там вместе с ними ходим на аквагрим, к кроликам. То есть мы полностью их сопровождаем. Если где-то нужна будет наша помощь, мы выискиваем их в толпе и к ним идем. Аквагрим очень поднимает настроение и становится весело. Еще мне подарили волшебную светящую палочку.
Когда мне сказала мама, что я пойду на оксаковскую елку, я очень обрадовалась. Я на уроке сидела, и учительница такая: держи пригласительные, а у меня у самой пересажена почка. Хорошо, что нас с ребятами решили выделить, потому что нам тоже надо как-то вот повеселиться. Мы же не виноваты, что мы такие родились. С красным бантиком с платьишком сочеталось, да? Ой, идем сюда. Идем, как тебя зовут? Вот кольцо вижу, покажи всем. Круглое, нет там никаких секретов, проверяй. Так, а это что у меня в руках, кто мне скажет? Что? Веревка, правильно, так, держи. Быть особенным – это ничего страшного, потому что какой бы ты ни был, ты все равно человек, ты все равно нужен другим. Ты можешь также радоваться, также ходить в школу, гулять, развиваться. И ты просто обычный человек, но со своей изюминкой. Мне кажется, то, что для детей с ограниченными возможностями должно быть достаточно много праздников специально для них, потому что, допустим, какой-нибудь обычный праздник, на него не каждый может попасть, а если устраивать, допустим, каждые 3 месяца какой-нибудь массовый праздник, то на него попадут все с особенностями и могут поразвлекаться. Прежде всего вас, дорогие родители, потому что то, что сегодня каждый ребенок находится здесь, именно ваш ребенок, который пришел в вашу семью. Вы каждый день тратите огромное количество сил, заботы, любви, энергии для того, чтобы сегодня этот ребеночек улыбался. Поэтому от меня вам низкий поклон и благодарность за это. Мы вами восхищаемся, каждым из вас. Я хочу, чтобы мы все сегодня поблагодарили и сказали спасибо вашим отцам, которые сегодня не рядом с вами, а находятся на защите нашей Родины. И вы знаете, что каждый из них хочет, чтобы вы ими гордились. Поэтому сегодня думайте об этом и гордитесь ими. Всего вам самого наилучшего и чудесного настроения. Мы посмотрели постановку «Щелкунчик», и мне кажется, она о том, что какой бы человек ни был, его можно любить и ценить. Ожидания реально очень оправдались, очень эффектно выступили в балете «Щелкунчик». Такие красивые, такой красивый номер, такие подарки нам вручили. И у нас очень море таких воспоминаний прекрасных остались. Это было хорошо, балет, такое себе хорошее. Это творческое занятие, но хорошо. Танцевали, очень было классно. Всем детям это приятно, родителям даже, что они уже счастливы. Все получается у них, чтобы дети радовались. Но
им надо, чтобы они уважали родителей. Но сейчас у них папы там сражаются за родину. Надо поддерживать их. Волшебная сказка как раз самое, что ни на есть, новогодняя, праздничная, волшебная и дарящая эмоции искренние. И самое главное, что ее сократили. То есть если «Щелкунчик» в оригинале посмотреть 2,5 часа, то многие дети просто не высидят. А здесь грамотно подошли к вопросу организации и сократили мероприятие сам спектакль практически до часа. Вот. И таким образом все дети, в зависимости от возраста, либо их положения, смогут и высидеть, и удержать внимание. Мероприятие очень хорошо организовано. Мы вот пришли и видим очень много счастливых лиц детей, их родителей, которые действительно рады этой заботе. И, в принципе, мы понимаем, что все это организовано не зря. Вот. И для нас это тоже своего рода, так сказать, благодарность, их улыбки. Когда что-то делается с душой, наверное, и человек в это вкладывает свою душу, свое внимание, любовь к этому делу, то, наверное, другие этим просто заражаются и тоже хотят поучаствовать. Очень большой. Сейчас посмотрим. Там пусто, но карман хороший. Чехольчик, раскраска красивая, волшебная. Планшет для рисования. Плюшевый котенок. Очень плюшевый. Футболка. Нет, не футболка, шапка. Картина по номерам. И сладкий подарок из сухофруктов. Бывая на таком мероприятии, заряжаешься положительной энергией от тех эмоций, которые видны на детках, в их глазах, как они радуются получению подарков, радуются тому, что им уделяется вот такое вот большое внимание, какое мероприятие для них устроено, какой замечательный спектакль, там то, что их встречают с открытой душой и пытаются для них действительно устроить настоящий праздник. И мы видим отдачу в виде детских улыбок и счастливых глаз. Я посмотрела на других и могу сказать выводы, что очень много разных болезней, очень много разных ребят с болезнями, и несмотря на свои изюминки, они пришли сюда веселиться.
если бы я бы нашла аленький цветочек такой, я бы загадала бы, наверное, самое заветное свое желание, чтобы весь мир стал добрее.